Hangat juga dah.
Добрый вечер, уважаемые гости, любители спорта, телезрители, участники 8-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Роман Дмитриев является одним из самых ярких борцов XX века. Благодаря своим успешным выступлениям на борцовском ковре он прославил во всем мире не только якутский спорт, но и весь якутский народ. В этом году международный турнир памяти Романа Дмитриева посвящается 40-летию Адриатского триумфа наших олимпийцев Романа Дмитриева, Павла Никитина, Александра Иванова. Роман Михайлович Дмитриев, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион, родился в далеком севере Жиганском районе Якутской области. Своими выдающимися победами на Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира он убедил весь мир, что на далеком севере Якутии в суровом климате живет по-настоящему больной, выносливый, сильный телом и духом народ, неоценимо по своему значению то, как он личным примером вдохновляет сотни и тысячи молодых людей на занятия физической культурой и спортом. Для торжественного открытия 8-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, Технический директор Объединенного мира борьбы юбилей Тахир Исаакович Муламов. сын олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева Роман Романович Дмитриев. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Күнді бердің қылақтар, ұстықтар, судьялар, тренерлер, бұқабарғының бүйігі үрләғының Роман Михайлович Дмитриевның ақсыз нұраттар кірдіңдағы турнир ағылығынан екілігісін әзірледі. Дорогие любители борьбы, дорогие телезрители, жители Якутии, борцы, тренеры, судьи, я всех вас благодарю за сегодняшний день, когда 8-й раз начинается турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева. Этот турнир в этом году посвящен 45-летию триумфа якутских борцов на Адриатской олимпиаде. Это триумф, который прославил Якутию, якутский народ на всю нашу планету. Я благодарю команду, которые, несмотря на пандемию, нашли возможность прибыть к нам сегодня из многих стран мира, из многих регионов Российской Федерации. Уверен, что хотя на трибунах триумфа в этом году из-за пандемии не будет зрителей, но десятки тысяч людей будут смотреть прямую трансляцию на телевидении, по интернету. И я убежден, что мы станем свидетелями красивых схваток, напряженной борьбы, праздника большого спорта. Я благодарю Объединенный мир борьбы за то, что этот турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева среди юниоров стал уже одним из основных в календаре Объединенного мира борьбы среди юниоров. Уверен, что и дальше на спортивных площадках Якутии будет проводиться еще много замечательных крупных борцовских турниров. Желаю всем красивой, напряженной борьбы. Пусть победит сильнейший.
Вручалась международный турнир «Супер-юниор» памяти Романа Михайловича Дмитриева объявляю открытым. звучала Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Присвоить почетное звание заслуженной учителя Республики Саха-Якутия Гавриловой Людмиле Николаевне, преподавателю Республиканского училища колледжа Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, глава Республики Саха-Якутия Айсер Николаевна. Слово для приветствия предоставляется техническому делегату Объединенного мирового юбилея Тахиру Исааковичу Гуламову. Уважаемые участники турнира, я хотел бы поблагодарить главу республику за организацию такого прекрасного турнира. Этот турнир является одним из сильнейших турниров мира среди молодежи. Здесь
когда всегда вызывать это очень базовый совет, но очень важно, потому что нужно все время не останавливаться в развитии, изучать какие-то методики лучше тренинга, изучать как в своей сфере, анализировать свои игровые ошибки, направления, а также, возможно, заниматься какими-то дополнительными вопросами, изучать, например, мой отец занимался боксом, и это была отличная тренировка, когда я работал ног и чувствую дистанцию. Второе правило, которое сказать, это не ограничивайтесь только спортивными знаниями. Это вытекает из первого правила, это поможет молодым борцам больше познать суть вещей и себя сами. А если вы владеете собой, сражаетесь с собой, у вас всегда будет одного очень сильного соперника меньше, бесполезного преимущества. И еще одно правило – будьте спокойны. Оно оставило любимое выражение «олимпийское спокойствие». Мне кажется, именно оно помогло ему стать сильнейшим в мире. Ведь каждый из нас в какой момент может совершить что-то, но только наша цель решить паниковать или рисковать, или держать себя в руках, дотерпеть и планомерно настраиваться на хорошую ситуацию кризиса. И вот это олимпийское спокойствие всегда помогало Мансуру сам сложно стал приложить в спортивном. И четвертое правило, ваше последнее, это уважайте своих соперников, чтите Родину, будьте надежным другом и любите свою семью. Тут мне добавить особо нечего, только то, что борьба не ограничивается только схватками крови. Кроме этого, есть еще целый мир, целая жизнь, которые нужны такие молодые, сильные, целеустремленные, любящие, надежные люди. Желаю вам на этом турнире показать все, на что вы способны. Будьте сильными, как никогда. Удачи и я вас люблю. Но триумф нашего земляка на Олимпиаде останется не под властным временем. Роман Дмитриев – это гордость юношеского народа. Мы призываем